О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Более 1000 санитарных рейсов выполнили в Якутии за 9 месяцев. Больше всего эвакуировано больных с болезнями системы кровообращения, пострадавших с травмами, ожогами и обморожениями. Проекты, направленные на развитие общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. Министерство финансов республики продолжает сбор заявок на конкурс программы поддержки местных инициатив. В стенах Русского драматического театра поприветствовали своих первокурсников кузницы кадров культуры и искусств. В рамках Дня первокурсника организована выставка, на которой учебные учреждения представили достижения своих студентов. Гонка с элементами спринта. В Алдане прошли соревнования по биатлону «Ультраспринт». Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии. По данным следствия, 30 октября вертолет совершил жесткую посадку в горной местности Булунского района. Пилот и 2 пассажира получили травмы различной степени тяжести. По информации Минздрава региона, пострадавшие обследованы в Центральной районной больнице Булунского района. Воздушное судно восстановлению не подлежит. Отмечается, что специалисты Следственного управления проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Всего, по данным 9 месяцев текущего года, Республиканский центр медицины катастроф выполнил 1999 санитарных рейсов и эвакуировал 2369 больных, из которых 354 дети. Больше всего эвакуировано больных с болезнями системы кровообращения, пострадавших с травмами, ожогами и обморожениями, а также беременных женщин. Отмечается, что вертолеты санитарной авиации базируются на базе центральных районных больниц в Среднеколымске, Нюрбе, Мирном, Тиксе, Нерингре, Ленске и поселке Батагай. В работе задействованы вертолеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи пациенту во время полета. В этом году в России начала работать программа ремонта и строительства ЖКХ. За 10 лет в нее планируют инвестировать более 4,5 триллионов рублей. В Якутии программа капитального ремонта идет полным ходом. Если в 2019 году по всей республике было отремонтировано 123 многоквартирных дома, то за этот год в Якутии отремонтируют 240. На конкретных примерах тему продолжит Александр Хавренко. В 2023 году в Якутии в программу капитального ремонта попали 240 многоквартирных домов. Из них 110 расположены в Якутске. За короткий строительный период подрядные организации выполняют работы по обновлению фасадов, замене коммуникаций, укреплению фундамента. В доме 40/1 по улице Дзержинского ремонтные работы подходят к завершению, и через пару недель должна состояться приемка объекта. В доме в этом году выполняются ремонтные работы кровли, они на сегодня завершены. И сейчас идет ремонт фасада, тоже на стадии завершения. И после этого сразу вот идет завершающий этап ремонта фундамента в этом году. И в следующем году еще запланирован ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения. В доме 27/3 по улице Хабарова ремонтные работы, запланированные на 2023 год, к радости жильцов, были выполнены досрочно. В доме заменили балконные группы, входные двери, перила и ступеньки на крыльце, а также обновили и утеплили фасад здания. То, что было, и то, что стало, конечно, две большие разницы. Даже знакомые приходят, проходят, говорят, что это два разных лица. Ну, действительно, сделали ступеньки хорошие, вот они будут грязь задерживать. Водостоки, и застекление особая благодарность. Демонтаж балкона они делали, и потом монтаж очень быстро и очень качественно. Все щелки заделали, все, мне нравится. Подрядные организации стремятся закончить все работы до наступления холодов, но при этом выполняют ремонт качественно. В 2023 году капитальный ремонт был выполнен в 13 населенных пунктах от Нерингри до Аймиконского улуса. В следующем году с наступлением строительного сезона работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах будут продолжены. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников от республики, задействованных в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Ведутся закупочные процедуры по заключению контрактов на поставку обмундирования, средств бронезащиты, тепловизионного оборудования, приборов ночного видения, антидронные ружья, БПЛА, глушители, генераторы, радиостанции с ретрансляторами, перископные прицелы, запасные части для квадроциклов «Сокол», обмундирование.
Также в рамках поручения главы республики нашим подведомственным учреждениям и в рамках работы ТОР «Патриотическая» заключены новые контракты на изготовление новых изделий, то есть новой партии. Это и «Соколы», это беспилотные летательные аппараты, ну а также фильтры для очистки воды. В Якутии продолжается работа по оказанию помощи военнослужащим. Якутский фонд «Защитники Отечества» начал работу в июне этого года. За 5 месяцев работы обратились более 2600 граждан. В настоящее время в Якутии работает 32 социальных координатора. Из них 17 работают в Якутске, 15 в районах республики. Подробнее в следующем материале. Каждый социальный координатор отобран из числа профессионалов, имеющих большой опыт по работе с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. За каждым социальным координатором закреплено около 1000 граждан. Они персонально сопровождают ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, инвалидов, а также членов семей погибших военнослужащих. По каждому подопечному составляется анкета и план комплексного индивидуального сопровождения. Кроме того, мы ведем прием всех обратившихся граждан. Это, например, действующие военнослужащие и члены их семей. Так принято около 1600 человек. Это 63% от общего количества обратившихся. Работа социального координатора ведется по 3 направлениям. Это личный прием гражданина по месту нахождения социального координатора, выездной прием по месту фактического проживания или лечения нашего подопечного, и дистанционное обслуживание граждан, проживающих в арктических районах республики, где у нас нет социальных координаторов. Социальные координаторы за период работы фонда приняли около 1700 граждан по 4000 обращений. С октября месяца фонд начал работу по выездному приему. За этот период принято около 250 граждан. Помимо этого прием ведут специалисты Социального фонда Российской Федерации, МФЦ Республики Саха-Якутия, подведомственные учреждения Министерств труда, здравоохранения, а также Комитета занятости. С их помощью прямо в центре можно подать заявление на меры поддержки участников СВО и членов их семей. За 5 месяцев работы филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по республике Саха-Якутия обратилось более 2600 граждан. Всего поступило 6000 вопросов. Из них на сегодня решено 5000 вопросов, то есть положительно решено порядка 80%. Напомним, фонд создан по поручению президента страны Владимира Путина. Его основной целью называют персональное сопровождение ветеранов СВО, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Помимо этого, фонд оказывает содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. 52,5 миллиона рублей выделят из федерального бюджета на закупку беспилотников для охраны лесов Якутии. Беспилотники также возможно применять для осмотра лесных пожаров, гарей, лесных участков, арендаторов. На 2024 год за счет субвенций федерального бюджета предусмотрено 62,9 миллиона рублей для стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Из них 52,5 миллиона будут направлены на закупку беспилотных авиационных систем для охраны лесов Якутии от пожаров. Модернизация и строительство 7 новых котельных завершается в Мегино-Кангаласском, Татинском, Чурапчинском, Усть-Салданском и Амгинском районах. Так, 2 объекта сдали в конце октября, и еще 5 планируют месяцем позже. Напомним, что в России по поручению президента Владимира Путина с 2022 года действует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году на ее реализацию планируется направить 440 миллиардов рублей. Одна из крупнейших построенных котельных – котельная «Восток-1» в селе Барагонцы Усть-Салданского района. Она заменила 2 старые нефтяные котельные. Министерство финансов республики продолжает сбор заявок на конкурс программы поддержки местных инициатив. Якутия реализует практики инициативного бюджетирования с 2017 года. Прием конкурсных заявок осуществляется на предоставление субсидий и средств госбюджета республики местным бюджетам на софинансирование проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. С 2020 года по указу главы Якутии Айсена Николаева размер субсидий был увеличен. О реализованных проектах текущего года, а также о заявках на следующий в материале Марферины Алексеевой.
Всего в результате реализации программы совместными усилиями со стороны исполнительных органов власти и населения республики в Якутии сооружено около 2000 различных объектов. Так введены в работу спортивные и детские площадки, обустроены места проведения массовых мероприятий, скверы, центры культуры, объекты образования, отремонтированы дороги и объекты жилищно-коммунального хозяйства. Если говорить о прошлом годе, по итогам прошлого года, да, можно отметить, что было представлено у нас на конкурс 483 заявки. В республиканском бюджете у нас было заложено 562 миллиона рублей. И конкурсный отбор у нас прошли 291 заявка. Общая стоимость проектов у нас составила 805 миллионов рублей. Если в начале действия программы участвовало 5 пилотных районов, то на сегодняшний день задействованы все районы республики. Кроме того, в текущем году Якутия вошла в тройку субъектов России, наиболее активно реализующих инициативное бюджетирование. Население, видя положительные результаты реализации проекта, с каждым годом активнее принимает участие. Что неудивительно, шансы на победу велики, ведь 2 из 3 поданных заявок в итоге получают субсидии. Уже второй год, то есть второй этап реализует в своем дворе благоустройство. Там порядка 6 домов в этой группе. Да? В 2 домах мы уже сделали. Сейчас следующие 2 дома, видя, как эта программа работает, подали заявку. Хотят тоже, чтобы все было в едином стиле сделано. Одна из заявок – это благоустройство нашего сквера. Тоже 3-я очередь. 2 очереди мы уже реализовали. Но все равно чего-то не хватает, поэтому жители, видя это, предложили все-таки доделать его. И 3-е – это другая группа домов, дворовая территория, которую, видя, как реализуются проекты в других, захотели тоже все сделать. Дворец детского творчества в Якутске участвует в программе уже 5-й год. Благодаря конкурсу была отремонтирована кровля здания, установлено освещение фасада и входной зоны, обновлена лестничная площадка и фойе, установлены пандусы, приобретено оборудование для сцены. В текущем году ведется работа по сооружению сквера со скульптурой легендарной вожатой, чье имя присвоено Дворцу детства Фатии Авдеевой. Мы планируем установить конструкцию для афиши, провести благоустройство вдоль озера с озеленением, ландшафтный такой дизайн организовать. Также воркаут-зону для детей и заасфальтировать грунтовые участки нашей территории. Какой вклад населения? Да, это, значит, наши родители совместно проводят благотворительные концерты совместно с Дворцом детского творчества, да, активно принимают участие. Сотрудники участвовали в субботниках. Мы привлекаем наших спонсоров, наших партнеров. В 2023 году на первом месте были объекты по обустройству дорог, а также связанные с благоустройством мест проживания и прилегающих территорий. Размер субсидий на поддержку одного проекта для сельских, городских поселений и муниципальных районов составляет 2 миллиона рублей, для городов – 3 миллиона. Софинансирование проектов со стороны населения влечет за собой пристальный общественный контроль и последующее более бережное отношение граждан к своим объектам. На сегодняшний день к реализации проектов в следующем году создано 73 заявки. Прием конкурсных проектов осуществляется до 21 ноября, а результаты будут известны уже в декабре текущего года. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. В Якутск прибыла делегация Татарстана. На повестке дня от 2 республик обсуждение вопросов проведения в 2025 году на территории Якутии федерального праздника окончания весенних полевых работ Сабантуя. Сегодняшнее событие является результатом проделанной работы, начатой в 2022 году. В ходе прошлого визита делегации во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым гости ознакомились с историей и культурой Якутии, а также подписали с республикой ряд соглашений о сотрудничестве, благодаря которому и будет организован федеральный Сабантуй в 2025 году. Сабантуй становится таким объединяющим праздником для всех жителей Российской Федерации. И несмотря на то, что это татарский праздник, там по паспорту никого не пускает. То есть каждый человек, каждая национальность, вероисповедание приходит, видит, радуется. И что очень интересно, когда они смотрят Сабантуй и говорят: вот Сабантуй, Сабантуй. А когда пришли, оказывается, определенные элементы культуры, спортивных мероприятий мы ведь тоже так же проводим наш праздник. Просто он немножко по-другому называется, немножко его по-другому проводим. Поэтому у каждого народа есть вот эти элементы нашего Сабантуя. И мы вот его показываем всем.
Колледж цифровых профессий университета «Синергия» начал свою работу с 1 сентября. Сейчас в нем обучаются 165 выпускников 9 и 11 классов. Обучение в колледже проводится дистанционно или очно на выбор студента. Преподаватели в составе 22 человек обучают по 3 специальностям: информационная система, программирование, анимация и анимационное кино, а также графический дизайнер. Как показала статистика, самым востребованным направлением стала анимация и анимационное кино. Программа обучения сформирована совместно с Союзом мультфильмов. Ребята сейчас идут за навыками, да, то есть чтобы отучиться, возможно, дальше продолжить обучение в университете, но уже иметь профессию и параллельно работать. Вот я сейчас с ребятами общался, говорю, поднимите руки, это ребята после 9 класса. Я говорю, поднимите руки, кто уже работает, подрабатывает, и там половину руки подняли. Мне кажется, это прекрасно, это именно вот эта наша отрасль, и она дает возможность в раннем возрасте вовлекаться в проектное управление и делать свои проекты. Поэтому отрадно, что появляются такие колледжи, мы будем его поддерживать. Более того, у них еще появится филиал в креативном кластере, который именно связан с анимацией. Вопрос развития школьного политехнического образования стал главной темой встречи в Госсобрании Илтумен. На круглом столе, инициированном Комитетом по образованию и культуре, собрались представители министерств, ведомств и школ с политехническим направлением. Профильное обучение инженерным и техническим профессиям ведется в 39 школах региона. В рамках республиканской концепции учащиеся делают проекты, занимаются в технопарках, участвуют в научных конференциях, также поступают в центральные вузы. Необходимо решить подготовку кадров учительских, улучшение материально-технической базы, потому что в них, в отличие от обычной школы, должна быть усилена инженерная часть, технопарки, кванториумы, современные лаборатории, мастерские с современным оборудованием и, естественно, инновационные учебники. Сейчас совсем другие технологии обучения труду, трудовым процессом. Поэтому вот предстоит огромная работа. Кузницы кадров культуры и искусств собрались в стенах Русского драматического театра, чтобы поприветствовать своих первокурсников. Мероприятие проводится ежегодно, став уже доброй традицией, где новоиспеченные студенты могут познакомиться с людьми из разных сфер искусства, чтобы в дальнейшем общими усилиями привнести свой вклад в развитие культуры Якутии. Подробности в нашем следующем сюжете. Область культуры и искусства очень обширна и многогранна. Каждый народ имеет свои особенности, но цель у всех одна – сохранить свое достояние. По указу президента России в Якутии Институтом геокультурного развития была разработана специальная программа. У нас разработана большая программа, называется «ТЮМИ». Это по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. У нас было 27 сентября было мероприятие совместно это было традиционное мероприятие по лишению государственности. У нас принимали участие вся молодежь. Студентов ожидает выступление их коллег, которые на сцене театра в полной мере покажут и расскажут, каких результатов они должны добиться. Необходимо, чтобы ребята прямо с первого дня, пока они студенты, чтобы понимали, в какой сфере они работают, какие цели должны достичь, в какой сфере работает вообще наше министерство, где мы работаем, над чем мы работаем, какие есть проблемы, но в том же случае, какие перспективы их ожидают. Одними из гостей сегодняшнего мероприятия стали представители движения первых. Они расскажут первокурсникам о их возможностях, в каких проектах они смогут поучаствовать и в чем государство готово им помочь. Культура как отрасль – одна из исполнителей 261 федерального закона о российском движении детей и молодежи. Наша структура создана в первом квартале этого года. Во всех 89 субъектах Российской Федерации действуют такие региональные отделения, которые совместно с заинтересованными ведомствами, с органами исполнительной власти республики, с общественными организациями детскими и молодежными реализуют обновленную государственную политику в деле воспитания детей и молодежи. Новоиспеченные первокурсники полны энтузиазма, ведь они теперь обучаются по интересующим их направлениям. Многие из них уже с детства видели себя в роли деятелей искусства. Сегодняшнее событие не только продемонстрирует, что их ждет в будущем, но и даст возможность обзавестись друзьями по интересам. Искусство, оно такое очень сложное, но проницательное, интересное и требует много труда и сил. Способ найти общих друзей, так как мы в целом в одной сфере. Искусство – важная составляющая жизни любого народа. Играя важную роль в развитии личности, каждый регион нацелен не только сохранить свое культурное наследие, но и развить его. Для этого немаловажную, а то и главную роль занимают высококвалифицированные специалисты, что передадут свой опыт следующим поколениям.
И мы гордимся, что наши выпускники не только после завершения наших учебных заведений работают у нас в республике, за пределами республики, в таких больших городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и даже за пределами России. В рамках Дня первокурсника 2023 была организована выставка, на которой учебные учреждения представили достижения своих студентов, а также можно было пройти регистрацию в якутское отделение Всероссийского движения первых. Через специальный пункт выдачи желающие смогли получить пушкинскую карту по паспорту и СНИЛСу. По договоренности с театром такие акции будут проводиться каждый месяц. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Друзья Малек и Джос – начинающие угонщики. Все идет по их плану, но однажды Малек по ошибке угоняет и продает машину матерого мафиози по кличке Саккай. Именно так начинается сюжет нового якутского фильма «Хапхан», режиссером которого является Никита Новгородов. Он шел несколько лет, чтобы воплотить свою давнюю мечту – снять полнометражный фильм. Для этого ему пришлось даже продать дом. Фильм в жанре криминальная комедия выйдет во всех кинотеатрах республики со 2 ноября. А сегодня съемочная группа представила фильм журналистам. Фильм мы снимали в этом году. Съемки стартовали в феврале, 17 февраля этого года, и съемочных дней было 14 дней. Бюджет больше не позволял, поэтому в сжатые сроки мы сняли полнометражный фильм, получается. Изначально, когда писал сценарий в 2017 году, я хотел снять такое легкое попкорновое кино. Не без, как говорится, чернухи. Я думаю, справился с задачей. В Алдане прошли соревнования по биатлону «Ультраспринт». По словам зрителей, особую зрелищность гонки, включившей в себя элементы спринта, придавало то, что проходила она в вечернее время. Подробности в нашем следующем сюжете. Несмотря на усиливающийся морозец, на трассах Алданского биатлонно-спортивного комплекса было жарко. Накануне вечером здесь состоялись соревнования по биатлону «Ультраспринт». В Якутии гонка в таком формате прошла впервые. Попытались совместить два зрелищных самых действия, лыжный спринт и биатлон, в одном, как говорится, и постараться сделать так, чтобы это было более зрелищно, чем остальные виды. Посмотрим, как получится это все. Здесь есть, конечно, нюансы, сколько дополнительных патронов нужно давать, может быть, время стрельбы ограничить. Дистанция составила всего 2 километра с 2 огневыми рубежами. Промахи не предусматривали штрафных кругов, а вот потери времени на стрельбище могли стать серьезными. Один промах добавлял 8 секунд. Интересно, как спортсмены будут тактически раскладывать эту трассу, как они будут ускоряться, показывать свои силовые качества, мощностные. То есть это мне как тренеру, как спортсмену, спринтеру в прошлом очень интересно. Плюс сегодня очень много болельщиков пришло с города. Практически за спинами спортсменов все будут стоять и смотреть, как они на стрельбище производят эту стрельбу. За победу в ультрабиатлоне поборолись 27 спортсменов. Выдающимся снайперам лыжни и чемпионам прошлых сезонов силы противопоставили начинающие биатлонисты. После мужчин на старт вышли женщины. Соревнования состояли из 3 этапов. Сначала пролог, где определятся 12 сильнейших, потом 12 сильнейших будут разбиты на 2 полуфинала, из которых выходит 6 человек, 6 спортсменов в финалы. То есть 2 победителя полуфиналов и 2 спортсмена по лучшему времени, показанному в забеге в полуфиналах. Где в финале они разыграют первенство. По результатам этапов соревнований определились 6 призеров. Среди мужчин победил 3-кратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов, а в женских гонках сильнейшей стала биатлонистка из Якутии Регина Петрова. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.